11 апреля 1918 года в Абхазии повсеместно, за исключением Кадорского участка, была установлена советская власть. В Сухуми она продержалась 40 дней, с 8 апреля по 17 мая 18 года, а в Гудаутском, Гагарском и Самурзаканском участках несколько дольше. 11 апреля 1936 года в Москве в собственной квартире был арестован первый председатель Ревкома Абхазии Эфрем Эшба. 11 апреля 2010 года в Абхазию прибыл председатель Внешэкономбанка России Владимир Дмитриев. В числе возможных областей взаимодействия Абхазии и Внешэкономбанка Владимир Дмитриев назвал финансирование проектов по поставке нерудных материалов для строительства олимпийских объектов в Сочи, поддержку российских инвестиций в инфраструктуру Абхазии, развитие рыболовства, восстановление и развитие курортных объектов. 11 апреля 2014 года в Сухуми завершился третий российско-абхазский гуманитарный форум «Абхазия и Россия. Традиции и современность. Сотрудничество на благо будущих поколений». Участники форума в частности отметили, что современное сотрудничество в гуманитарной сфере основано на стремлении к сохранению национальных культур и взаимному духовному обогащению и направлено на укрепление добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания. 11 апреля 1896 года родился Симон Бжания, государственный деятель, публицист, драматург. Выпускник Тбилисского политехнического института. В разные годы работал директором субтропического института, Сухумского консервного завода, а также Сухумского пивоваренного завода. Параллельно Бжания занимался литературным творчеством. Его пьесы ставились в 30-е годы на сцене Абхазского государственного драматического театра. Так, в 1924 году это были одноактная комедия «Студент в юбке» и одноактная пьеса «В прекрасном уголке мира», а в 1928-м одноактная драма «Освобожденный Кучита». Актер и драматург Симон Бжания в течение 3 лет руководил коллективом театра. 11 апреля 1957 года родился Игорь Дармава, герой Абхазии, лейтенант, командир роты. С первых дней войны находился в рядах абхазского ополчения, принимал участие в боях на Красном мосту, на подступах к Сухуму, сражался на Гумистинском фронте, участвовал в вылазках в тыл врага, минировании дорог. Во время мартовского наступления занял место погибшего командира батальона и продолжал командовать боем. При отступлении абхазских сил уже раненый Дармава остался на вражеском берегу и вместе с 4 бойцами прикрывал отход подразделения. При выполнении этой задачи он погиб. За последние 10 лет в день 11 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это 18 градусов. Самая же низкая в 2011 – 4 градуса.